Уважаемый Светлана Нурканжоевич, очень рад вас видеть. Несмотря на все эти сложности и ограничения, нам удается все-таки и лично встретиться, и пообщаться. И сразу же хочу еще раз уже вот в таком личном формате поздравить вас со вступлением в должность президента Кыргызстана. Между нашими странами выстроились очень не просто теплые и тесные отношения, это отношения союзнические, отношения привилегированные, и я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны. Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию. У нас большая повестка дня. Я знаю, что в рамках вашего визита запланировано много мероприятий, встречи практически на всех уровнях, и в исполнительных органах власти, в правительстве, в парламенте. И уверен, что это пойдет на пользу развития наших двусторонних отношений. Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией. Кстати говоря, я хотел бы тоже выразить удовлетворение тем, что вам удается сделать на этом направлении, сдерживать развитие пандемии, уменьшить количество случаев новых заражений. Известно также о пожеланиях наших кыргызских друзей предпринять дополнительные меры для совместной работы по этому направлению. Сделаем все, что возможно, будем и дальше вас поддерживать. Вы знаете о тех мерах, которые были приняты до этого. У нас в прошлом году стартовал перекрестный год Кыргызстана в России и Россия в Кыргызстане, но, к сожалению, из-за этой пандемии мы не смогли реализовать все намеченные 200 мероприятий различного уровня и качества. Но уверен, что по мере стабилизации ситуации в санэпидемиологической и санэпидемиологической обстановке мы это все наверстаем, в том числе и наше сотрудничество в гуманитарной области. Здесь тоже много интересного и перспективного. В общем, мы с удовольствием будем работать с вами по всем этим направлениям. И еще раз хочу сказать, очень надеемся на то, что задуманные вами мероприятия внутри страны, в том числе и поправки в основной закон Кыргызстана, будут способствовать стабилизации в республике и будут создавать условия для поступательного развития самого государства, ну и, конечно, будут способствовать укреплению наших двухсторонних межгосударственных связей. Добро пожаловать еще раз. Рад вас видеть. Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте приветствовать вас. Выражаю глубокую признательность за поздравления по случаю моего избрания на пост президента Кыргызской Республики, а также за приглашение посетить Российскую Федерацию. Несомненно, мой первый визит, зарубежный визит к вам в качестве президента Кыргызской Республики доказывает высокий уровень двусторонних отношений между нашими странами. Мы намерены продолжить укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений. Прежде всего, выражаю огромную благодарность вам за поддержку и всестороннее содействие в регулировании политического кризиса. Мы намерены продолжить сотрудничество с Евразес, СНГ, ОДКБ и ШОС. Это является приоритетом внешнеполитического и экономического курса нашей страны. Мы особо признательны за поддержку в сложное время, связанную с пандемией. Также хочу отметить, что высокая эффективность и безопасность российской вакцины по коронавирусу признаются со стороны мирового сообщества. Надеюсь, мы также в ближайшее время запустим
кампанию по вакцинации населения. Уважаемый Владимир Владимирович, мы всегда готовы к сотрудничеству с Российской Федерацией. Пользуясь случаем, с огромным удовольствием приглашаю вас посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное для вас время. Спасибо большое. А я со своей стороны отмечу еще один момент, который считаю чрезвычайно важным в наших двусторонних отношениях, а именно то, что вы сохранили государственный статус русского языка. Это важно и для нас, и для нас тоже. Да, и для граждан Кыргызстана, поскольку дает определенные преимущества на рынке труда в России. Не требует дополнительных экзаменов там, и так далее, не создает дополнительные сложности для кыргызстанцев, которые приезжают в Российскую Федерацию. Но, тем не менее, отмечаю ваше отношение к этому вопросу. Повторяю еще раз, для нас это важно, для обеих сторон. И хочу выразить надежду на то, что мы вместе будем это поддерживать. С своей стороны будем делать все для того, чтобы реализовать возможности для кыргызстанцев изучать русский язык у себя на родине. Такие определенные у нас планы здесь есть, и мы будем над этим тоже работать. Спасибо большое. Спасибо большое.